Я вам хочу рассказать про мордву Эльзю восточной группы. В эту группу входят Атяшевский район, Ордатовский район, Качкуровский, Березняковский район, Дубенский район. Здесь у нас в нашей экспозиции представлен костюм невесты Эльзянки Атяшевского района. Девушки заранее готовились к свадьбе, они готовили себе приданое, хранили это приданое в сундуках. И, конечно, когда наступал такой самый торжественный момент, девушки доставали свои наряды. Основной компонент, конечно, и эльзянского костюма, как и всех финно-угорских народов, это рубаха панар. А вот в свадебном костюме это покай. Покай, он больше всего вышивали, украшали, а сверху одевали рутью. Рутя – это распашная одежда без пуговиц. Вышивка закрывала грудь и низ рубахи, низ покая. И опоясывали себя кушаком, красным кушаком. Вы, наверное, заметили, что основные цвета в эльзянском костюме – это красный и черный цвет. Но считали, что невеста должна быть пышнотелой, должна быть монументальной, потому что сноха в переводе на мордовский – это урьва, а ури – это работница, рабыня. Выбирали для себя работницу, выбирали здоровую, пышнотелую. Даже вот элементы костюма увеличивали ее объемы. И здесь у нас невеста, обычно выходили девушки замуж где-то старше 20 лет, это где-то 20-25 лет. Поэтому они уже до этого времени большое количество рубах себе вышивали. Такая средняя свадьба должна быть минимум 20-25 рубах, поэтому сундук был полон к 25 годам приданым. И, конечно же, мы видим, что если в махшанском костюме махшанки носили рубашки чуть ниже колена, то эльзянки носили рубашки почти до пят. Почему? Потому что где-то, наверное, до середины 20 века женщины-эльзянки ходили без порток. У них порток не было. И поэтому рубашки были длинные, почти до пят. Дальше здесь у нас костюм невесты. Самый красивый, самый богатый, поэтому очень много должно быть украшений. Это и бусы из монет, бусы из бисера. Уже где-то, наверное, до середины 20 века там уже стали использовать стеклярус, и стали использовать и всякие ленты, кумач для того, чтобы украсить себя. Поэтому здесь у нас головной убор уже замужней женщины. Называется этот головной убор панго. В переводе на русский это гриб. По форме напоминает, как гриб. Это шляпка, и сзади удлинение, лопасть – это ножка. То же самое лопасть закрывают спину и шею. Считают, что у женщины самые уязвимые места – это спина и шея. К тому же здесь у невесты нашей еще и красная фата, красный платок. Очень много украшений, налобные украшения из стекляруса, боковые украшения. Но если для повседневной носки женщины использовали лапти, то как праздничная обувь это сапоги в гармошку или кемть, вышитые сапоги в гармошку. Но не у каждой девушки, не у каждой женщины были такие кожаные сапоги, потому что отдавали родители за такие сапоги четвертую часть всего собранного урожая. Поэтому не каждый родитель мог позволить для своей дочери такую дорогую обувь. Как я уже сказала, что с возрастом костюм женщины меняется. Девушка вышла замуж, сняла свой праздничный наряд. И, конечно же, она уже себя облачает в более такие приглушенные цвета, потому что она стала уже женщиной. А с возрастом у пожилой женщины тоже меняется костюм, меняется и цветовая гамма, меняется и элементы костюма. И поэтому здесь я хочу вам рассказать и показать про костюм женщины, уже пожилой женщины Березняковского района. Это тоже восточная группа мордвы Эльзи.
Ну и здесь у нас основной компонент также рубаха панар, но она более уже меньше там и вышивки, меньше декора. Рубашка тоже самая очень длинная. Я уже сказала, что женщины-рязанки ходили без порток. Ну и вот такой вот передник. Передник называется рукава, потому что здесь только рукава и вот такой вот передник. Но в начале 20 века меняется, естественно, появляются уже фабричные ткани, поэтому и цветовая гамма меняется. Ну и, конечно же, женщины до конца детородного возраста носили пулай или пулагай. Девочкам одевали такие пулаи в 13-14 лет. Такой вот как раз переходный возраст. И пулай был из ниток, из овечьей шерсти, скрученных ниток, и доходил до колена. Можно сказать, придает пулай весомость женщине, придает фигуре весомость. Поэтому не зря ведь говорили, что женщину можно сначала услышать, мордовку, а потом уже увидеть. И поэтому на праздник украшали праздничный пулай, украшали монетами, украшали жетонами, бисером, украшали бусами, кистями, на конце которых были белые бисеринки. Ну и украшали всевозможными колокольчиками, которые издавали звон, издавали шум. А этот шум изгонял нечистую силу. Поэтому каждый элемент костюма, мордовского костюма, это оберег. Оберегают женщины себя, грудь свою сюлгамом, оберегают нижнюю часть вот таким вот пулаем с бубенчиками. Ну и, конечно же, на груди у женщины пожилой гайтан из бус. Но уже он более такой простой, не такой красивый, как у женщин молодых и девушек. Ну и есть еще у женщин нательный крестик, который носили они под одеждой на теле. Ну и он и назывался нательным, потому что этот крест нельзя было носить на одежде. И он отражал все плохое, что направлено на человека. Нательный крестик – это тоже самый, наверное, сильный такой оберег. Головной убор пожилой женщины – это платок, то же самое платок, концы которого также спускались сзади, спина и шея были закрыты. Ну и вот в таких платках, вот, наверное, единственный элемент костюма, компонент костюма, который до сих пор женщины носят. Также спускают концы платка. Все равно это все передается из поколения в поколение. Бабушки передавали своим внукам, поэтому вот до сих пор вот в деревнях это сохранилось, что женщины оберегают себя вот такими вот платками. Ну еще хочу рассказать о пулае. Ну, в разных районах по-разному называют. Вот как раз мордва восточной группы называют пулай или пулагай, пулакш. Весит такой пулай, ну, обычный пулай весит 2,5-3 килограмма, а праздничный пулай весит 6-8 килограммов. И поэтому, когда мы видим на фотографиях женщину уже в возрасте без пулая и рязанку, это говорит о том, что у нее уже, так можно сказать, закончился детородный возраст, поэтому она уже пулай не носит. Пулай использовали и как украшение, и как оберег. Например, в холодную погоду женщины работают в поле, садятся на этот пулай, и тепло, и удобно. Поэтому в каждом элементе костюма есть своя какая-то тайна. Вроде так смотрим, это все для красоты, но очень много есть вот таких вот, можно сказать, подводных камней, которые не каждый может разгадать.